Открывая совещание, Владимир Сластенин поздравил министра по физической культуре и спорту Руслана Белхароева с получением почетного звания «Заслуженный мастер спорта России». После поздравлений участники перешли непосредственно к обсуждению повестки. И первым вопросом стала реализация национальных проектов и федеральных программ в республике. Согласно последним данным, кассовое исполнение составляет 3 миллиарда 337 миллионов рублей. Это свыше 80% от общего объема на текущий год. По 5 проектам показатель кассового исполнения превышает среднее значение по стране. Это следующие 5 проектов. Молодежь и дети. С кассовой по республике 85,3%, по стране 81,3%. Инфраструктура для жизни. Касса по республике 81,1%, 72,9% по стране. Экология. У нас 100%, по республике 55,1%. Эффективная и конкурентная экономика. Мы все 100% освоили, по стране 76,5%. И туризм у нас касса 79,2%, и по республике 45,3%. Важной темой обсуждения стало строительство Назрановской районной больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Алиюрт и фельдшерско-акушерского пункта в селении Чемульга. Подрядные организации гарантируют завершение строительства до конца этого года. Но кассу до 1 ноября мы не успеем полностью 100% показать. Но до конца июля, до конца года 2 объекта с кассой завершить. Далее участники совещания обсудили работу Центра управления регионом Ингушетии. Руководитель ЦУР Берзбанхаев доложил, что за прошлую неделю поступило 48 обращений. Каждая из них отработана в срок. Среднее время ответа остается на том же уровне – 3,5 часа. Больше всего жалоб поступает из Назрани – 47%, Магаса – 16% и Сунжи – 10%. Сохраняется высокий уровень недовольства работы коммунальных служб. Жители Сунжи не могут добиться устранения порыва водопровода на улице Энгельса. Данная публикация появилась вчера, что привело к образованию болота на пути детей в школу. Хочу справочно добавить, что первая публикация об этом случае была 22 октября. Информация была направлена в администрацию города Сунжи. И по обратной связи администрации города Сунжи сегодня будут направлены сотрудники для устранения данного порыва. Повестка еженедельного совещания включала также вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, речь шла о реализации пилотной программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ, в котором принимает участие регион. Также обсудили вопрос погашения задолженности сотрудниками подведомственных учреждений и организаций. Мария Макиева, Магаз 24.